В течение 3 дней команды регионов разрабатывали проекты по решению проблем качества жизни, основанные на глубоком анализе всех доступных данных. Среди проектов Якутии в приоритете был и проект по образованию. Мы разработали проект, который дает возможность людям самого, грубо говоря, садика проектировать свой образовательный путь. И это делает не сам человек, а это делает искусственный интеллект, в данном случае алгоритм, который говорит, что вот столько-то времени я провел на Ютубе, столько-то времени я хожу гулять на улице, столько-то времени я сижу на таких-то сайтах, просыпаюсь во столько-то. И вот эти все данные формируют мои увлечения и предлагают, допустим, в школе проходить какие-то дополнительные факультативы для того, чтобы усилить именно свои навыки. Команда, конечно же, она была сформирована из общественников и предпринимателей, директора школ были. И этот проект, в принципе, довольно-таки перспективный, и на самом деле этот проект уже разрабатывается на федеральном уровне. Алексей Халтанов, главный специалист Департамента стратегического управления Минэкономики Республики, был в команде, где по полочкам раскладывали тему центра притяжения. Иными словами, по актуальной теме на сегодняшний день – миграции. Центр притяжения – это проект о том, что нужно усиливать определенные населенные пункты. Точнее, мы должны сначала проанализировать миграцию внутри региона, чтобы понять, из какого населенного пункта в другой населенный пункт переезжают по тем или иным причинам. То есть мы должны, первое, узнать, почему уезжают из населенного пункта. Второе, мы должны узнать, почему переезжают они в другой населенный пункт. Мы должны основываться на тех данных, которые мы сможем взять из соцсетей, информационных систем, и уже скоррелировать. То есть мы сможем проанализировать по хронологии, из какого населенного пункта переезжает в другой населенный пункт и почему. И уже на основе этих данных мы сможем усилить определенные населенные пункты теми соцобъектами, которые очень важны для населения. Одним из условий обучающей программы, которая проходила в городе Владивосток, является то, что проекты должны быть готовы к реализации уже в 2019 году. Наталья Колесова, Семен Афанасьев. Новый день.